проездом в Новосибирске сейчас находимся. И вот встретили земляка, своего борца Муреева Евгения. В греко-римской борьбе он входит в сборную России. Так, эту встречу организовал известный борец Петр Юмшанов. Я хочу познакомить телезрителям республики с Евгением. Евгений, пожалуйста, скажите, как вы попали сюда, сейчас чем занимаетесь, где жили по Якутии? Ну, родом я из Ленска. Приехал сюда на учебу после школы. Поступил в водно-транспортный институт. Закончил его. И все это время тренировался и учился. В школе также я тренировался 3 года. 3 года тренировался под руководством Дугина Юрия Афанасьевича. А здесь под руководством Соломка Николая Петровича. Какие результаты имел? Вот греко-римская борьба для якутов это не как вольная борьба. В Якутии не популярный вид спорта. Как вы пришли вообще в это греко-римское? Почему вы выбрали именно этот вид спорта? Ну, в общем, когда я учился в школе в Ленске, у нас вольной борьбы таковой не было. А приехал такой человек и организовал классическую борьбу при школе, секция. Ну вот я и решил пойти, в принципе, более-менее серьезный человек был. Мне понравилось у него, я остался на нем. Какие в школьные годы имел результаты? В школьные годы я неоднократно был победитель и призер междугородних турниров. Выиграл ЦС «Водник», тогда еще были общества. Вот. Даже боролся на ЦС «Спартака», тоже там был призером. В то время было сильное общество, очень «Спартак». А как сейчас чем здесь занимаетесь, какой план спортивных мероприятий планируете? Ну, в общем, я планирую, значит, бороться еще, так как у меня, в принципе, результат сейчас вот пошел. То есть вот, в прошлом году выиграл, в 1994 году выиграл чемпионат России. В 95-м был призером, выиграл приз Карелина, международный турнир, очень сильный, представительный турнир. Кроме этого выиграл турнир за границей и выполнил норматив мастера спорта международного класса. В общем, сейчас у меня борьба пошла, и, как говорится, надо ловить момент. Так, что вы можете сказать про родителей, там, про близких, там, в Ленске, может, они смотрят по телевизору, вот Евгения? Пользуясь случаем, я хочу, значит, поблагодарить всех своих родственников, всех близких людей, которые были со мной рядом, и что они, в общем-то, как-то помогли мне в том, чтобы я добился сейчас таких результатов. Вот. А родители в Ленске живут? Да, Какие? родители у меня сейчас живут в Ленске, оба пенсионеры. Были, значит, отец был трактористом в совхозе, мать работала в коммунальном предприятии. Сейчас они на пенсии. Дай Бог им здоровья. Вы сказали, четверо братьев, да? Занимаются ли они спортом? Ну, сейчас они не занимаются, но раньше они занимались, значит, у меня средний брат занимался боксом, лыжами. То есть они у меня очень разносторонние ребята. Вот. И все трое занимались. Какой связь вы сейчас держите с Якутском? И что вы можете сказать про Юмшанова, нашего земляка? Петю Юмшанова я узнал, в общем-то, недавно. Это где-то
Ну, в 94 году я про него узнал. В общем-то, я до этого слышал, что есть такой Петя Римшанов. А вот так вот с ним встретился и пообщался, это на сборах в городе Кисловодске. У них там тоже свои сборы проходили, и мы жили в одной комнате. Он же учился здесь, на Васильевске. Служил. Служил, он в СКА тоже. Но он А. до сих пор служит еще в СКА. Тоже как и я. А следите ли вы сейчас ну, про жизнь в Якутии, там, погоду, может, спорт, жизнь вообще? В общем-то, я интересуюсь, я, в общем-то, от людей слышу, что наши ребята с Якутии, вольники, кикбоксеры, показывают довольно высокие результаты. А вот газеты я не читаю, так как здесь нет, просто нет кого. Был на Землячестве недавно. А много ли здесь в Якутии? С Якутии в институтах очень много студентов. На Землячестве я в этом убедился. Ну, Евгений, желаю тебе здоровья и спортивных успехов. Может, вы будете, попадете в олимпийскую сборную, тренируйтесь и прославьте родной свою Якутию. Спасибо. А сейчас вы какой, с Новосибирска выступаете? Да, я сейчас Представляете? представляю город Новосибирск и СКА. Ну, желаю удачи.